Всем большой привет с Комы. Ребят, еду на первую избушку с ночевкой. Проехал тут самый плохой участок до нашей избы. А остальное как бы все нормально. Здесь сейчас тракторами ездили и в общем перепахали капитально. Но он проехал. Чего я боялся, это, ребят, глубокие ямы с водой. И когда вода на ремень попадает, ремень буксует. И трицикл останавливается. А в остальном, ребят, хоть поверх колеса он прет как танк. Вот. Ну, здесь еще объехать, в принципе, можно стороной. Вон там трава. Но здесь ямы глубокие. Не, нормально проскочили. Все здорово. Сейчас небольшой перекур. Дожди у нас были большие. Знаете, вот с болот даже здесь вода не шла. В прошлом году здесь на Жигулях ездили. Я уже вам говорил. Все высохло, а в этом году вон начала вода из болот течь. Излишка воды уже началось. А там канава, там не объедешь. Там глубокая канава, экскаватором копали. Вот. Если что, там еще, там можно проскочить. Ну и здесь, вот тут. Только вот эти шесты мешают, в принципе. А здесь тоже смогу, но здесь уже колеи вообще более серьезные стали. Очень глубокие. Вот. Не беда. Везде он проедет. Смотрите, как сегодня я загрузился. Полный багажник. Рюкзак, там ведро, рыболовные снасти. У меня сегодня в планах в основном рыбалка в этом походе. Ну и сбор ягод, может, будет. Посмотрим. И как-то в комментариях уже писали, говорит Олег, где щука. Так что сегодняшний поход, наверное, назову поход щука. Потому что если удастся поймать живца, то поставлю, может, поставушки. Ну и еще для щуки там снасти. Много надо попробовать найти и поставить вот эти все снасти, именно чтобы поймать хоть одну щуку. Вот. Ну, посмотрим, какой поход получится. Все буду снимать, показывать. Приятного вам просмотра. Обязательно поддержите лайком и хорошим комментарием. Когда читаю хорошие комментарии, у меня всегда поднимается настроение дальше работать, записывать вам видео. Вот. Это говорит о том, что человек ждет мои видео и всегда рад стараться. Вот так. Сегодня хороший день, вчера шел дождь, целый день так прерывисто. Сейчас 2 дня собирал ягоды. Нет, 3 дня даже. Я вам тоже видео немножко записал, там уже, можно сказать, считай, выложил. И сегодня вот на рыбалку съездим. Потом бензопила еще тут точно, чуть не забыл. Вот. Порыбачим, ну, посмотрим, что там. Где-то вот какой-то звук посторонний появился. Я думаю, все-таки вот этот гаситель, ограничитель, что он там цепи. Там, наверное, какой-то скрип. Это не то, а там именно какой-то вот такой вот звенящий такой звук. От пружины, может, или еще. Сегодня еще, наверное, возле избы проверю уровень масла в коробке, потому что из коробки масло через сапун выходит. Не знаю, почему выгоняет масло. Бак заправил, у меня туда-сюда хватит еще дополнительно. Вот тут у меня 1,5 всегда с собой. Так, болтаю, ребят, пусть немножко подостынет.
Всегда, хоть даже четырехтатный, с воздушным охлаждением, я всегда останавливаюсь немножко, пусть двигатель отдыхает, и дальше. Лучше лишний раз остановиться, перекурить и дальше поехать, чем нагружать до последнего, там, не выдерживая двигателя потом. Вот. Ну вот сюда, вот в эти отверстия вода и заходит, с брызги. Бывает и по глубине вот так, если заедешь, тоже цепляет воду ремень, и он начинает буксовать. А в остальном, я говорю, вот это, что я проехал, конечно, со стороны, если посмотреть, поснимать, интереснее. А у меня штатив вот тут железный, в самом низу. На обратном пути, может, поставлю на штатив видеокамеру и... А дальше там будут такие вот лужи, но уже включаться не стану. Может, на Сосновом Бору включусь там грибы посмотреть. Пакет взял по пути. Возле столика, я имею в виду. И уже оттуда, там недалеко до избы. Но сегодня день прекрасный, действительно. Не знаю, что дальше будет, но 2 дня обещают хорошие дни. Так что все отлично. В прошлый раз с семьей ездили. Сын приезжал с женой, Ксюшей там. И, короче, немножко с погодой не повезло. Дожди там сильные были даже. Вот. Что я еще хотел сказать? Тулан. Насчет Тулана, ребят. Как видите, у меня багажник полный. Пока с Туланом ездить, ну, не вариант. А на УАЗике не хочется. На УАЗике уже как бы минимум я выезжаю. Если только груз перевозить туда или оттуда. А в остальном лучше на трицикле. Сейчас прицеп будет. И рано или поздно. И вот тогда я буду с собой брать Тулана. Так что будут еще походы с Туланом. Вот. Он особо, у него даже и желания я что-то и не вижу. Потому что, как сказать, сегодня с утра вышел из дома, не лай, ничего. А потом уже, когда начал выезжать, он начал лаять там. Вот. Ну, ладно. Вроде все рассказал. Еду дальше. Без проблем. Но, блин, я не вижу проблем, когда едешь на технике это. Там, конечно, можно и застрять. Неровно, колея такая. Можно там еще, наверное, как-то чуть-чуть стороной объехать. Но в этом году дождливая осень будет. Так, ребят, 2 гриба увидел. Медленно еду. Вон тут. Две штуки. Может, собирали до меня тут. Столик там чуть дальше.
Красота. Погода вообще сегодня что-то перебор хорошая. Солнечно. Сейчас дальше поеду. Медленно. Может еще где увижу грибы. Картошку взял. Если что, можно грибной суп сварить. Но если есть только вдоль дороги, наверное. Ладно. Вон еще. Поганка или хороший. Хороший. Ножки брать не стану. Еще нашел. Это крупный. О, тоже чистый. Смотрите. Больше и не было. Маловато. Вон оттуда уже еду. Один только нашел. Я не знаю, насколько хорошие. Ну так себе. Ой. Тоже проверить надо. Немножко этот. Следы есть. Чолом здорово, Кырка. Ледь узнешотчины. Поздоровался с избой. Попросил ночлега. И каждый раз я так, когда не забываю, обязательно приветствую избушку, чтобы она меня обогрела. Сухостой стоит. Так, ну что, вот видите, жестянка улетела вон туда далеко. Банка со стола тоже улетела. Это говорит о том, что здесь сильный ветер был в ту сторону. Если сушина упала бы на этот, на амбар бы попал. Вот. Все чисто, хорошо, порядок. Сейчас будем обживаться и уже спущу лодку и начну что-то делать насчет ловли щуки. Вот в таких местах тоже, если живец будет, поставить поставушки здесь, на другом берегу, возле травы, может какая-то щука и попадет, почему бы и нет. Несмотря на глубину, все равно, если уж щука и есть жор, или если она есть, то она ходит везде. Шанс есть, конечно, поймать.
А вода совсем минимальная, маленькая. Вот. Небо голубое сегодня, чисто. Сейчас начну с костра. Грибы я еще 2 штуки нашел маленьких, не стал уже включаться. Грибы почищу. Чай вскипятим там. Обязательно будем чай пить. Можно, конечно, за лисичками сходить. Недалеко. Сейчас тут 2 малюсеньких нашел. Вот такие. С такого размера. Еще второй где-то есть. Вот. Такие дела, ребята. Чёлом дорога. Вот тут будем ночевать сегодня. С ночевкой приехал. Переночую. С ночевкой может что-то и получится, какую-то рыбу поймать. Ребят, недавно я вот такие веревки здесь на багажнике еще сделал. И удобнее стало привязывать вот такую резинку. Без этого не было некуда цеплять, а сейчас вот все здорово. Так, удочку взял новую от подписчика, тоже подписчик зимой мне отправлял. Вот сегодня будем испытывать. Так что может даже и кого-то поймаю на новую удочку вот с такой катушкой. Смотрите, такая катушка, новый поплавок, 8 грамм большой. 3 таких свинца поставил. Леска, наверное, 0,25. Побольше крючок, чтобы больше опарыш туда цеплять. Вот. Также у меня здесь спиннинг. Короче, я, как и говорил, попытка не пытка насчет вот черви. Поленился, не искал черви. Можно было и на окуня уже попробовать порыбачить. Потому что время осень. Сейчас уже и окунь будет брать скоро. Ну, как сказать. Ну да, в принципе, август. С сентября это 100%. Целый рюкзак всякого хлама набрал. Тут бензопила и еще машинка для сбора черники. Вот. Тут занесу. Надо подсушить со вчерашнего дождя. Ни одного малька нету. Тишина на реке. Что-то рыба вообще не плещется, не кормится. Видите, какой штиль на реке. Бывает там мелкие верхоплавки там плавают. Вот это да. Да, конечно, высохла река. Там камушки вижу. Угу. На острове трава, что ли, там выросла. Да посмотри. Ладно. Сейчас чаек сделаем.
Вот эти грибы, ребят, я сейчас почищу. Мыши объели или кто-то тоже угощался. Может, белка. Вот, замочу в воде, а потом посмотрю. Если мало покажется, то съезжу, еще пособираю лисички. Вот это все я чищу. Минимум червей, чтобы осталось в грибе. И потом, возможно, сегодня приготовлю что-нибудь из грибов. Можно пожарить или картошку там с картошкой. Вот хороший, чистый. Губку убрать. Мухи личинка оставляют. Вот в этой губке мухи оставляют личинки. И потом там образуются черви. Всегда убираю, вот только вот оставляю чистое. Так скажем, филе грибное. Вот так. Ну вот, ребят, смотрите, сколько грибов. Не скажу, что много, но уже как бы можно из этих грибов что-то сварить. Суп или с картошкой. Но желательно побольше, потому что подосиновики, когда варишь, они уменьшаются наполовину, может даже чуть-чуть больше. Вот. Что-то слабенько горит, но вроде разгорелось, потому что оттуда привезли, как сказать, дрова, а там они чуть-чуть сыроватые были. Здесь ложили, но сейчас я вот смотрю, и такие трещины, большие трещины пошли. Это говорит о том, что он подсыхает тут. Вон там тоже. Ну, это нормально. Если сейчас он загорелось, все уже можно топить. Вот. А там сырые дрова. Вот, что еще хотел сказать. Там поставил котелок с перловкой. Буду варить кашу с перловкой, и там потом овсяные хлопья добавлю, всякую хрень, короче, буду готовить, сейчас скажу, прикормку для рыбалки. Привез вот столько картошки в пакете. Ребят, помыл картошку, в пакет положил, он там будет гнить. Лучше сразу я сейчас вот сюда пакет порву, вот так, и пусть тут проветривается, сохнет. Иначе удачи не видать. Он просто испортится. Когда сырая картошка, еще тем более в пакете, да хоть в ведре, он у вас будет гнить. Просто гнить. Сейчас так вот подсохнет. Вот такой урожай в этом году уже. Как бы есть, конечно, поменьше. Я взял более крупные. Вот. Ну вот это с размером яйца, если сравнить, вот, скажем, куриное яйцо. А вот это уже чуть-чуть меньше. Вот. Это уже крупное. Вот. А крупнее этого и не надо. Это в руках держать удобно, когда чистишь. Слишком мелко тоже как бы долго чистить не люблю. А вот это самое то. Ну, урожай будет. Самое главное, когда урожай... Бывает, ребят, как в прошлом году урожая совсем не было. Совсем. Ну, у нас за зиму хватило только на суп. Там немножко жарили. И картошка закончилась весной. Вот. Бывает много урожая. Просто очень обильный большой урожай. Но в то же время бывает такой сезон, что этот урожай очень тяжело сохранить. Бывает, начнет гнить картошка, и это гниль не остановить. Вот. У кого еще глинистая земля, место такое, не знаю, почему так происходит, но бывает. Вот. Картошка боится сырости тоже. Сырости, и надо как-то сохранять, держать
более сухом месте. Особенно вот, как я показал, если в пакете оставить. Оставил, забыл, все. Через пару дней он будет, уже запах появится и он будет гнить. Но это свежая, новая картошка, я имею в виду. Да хоть какая, один хрен. Вот. Ну, там повесил плащ, пусть подсохнет после вчерашнего дождя. Немножко, вот как видите, плащ мотает ветром, значит, немножко ветер есть. Комаров вообще, вот кайф. Вот кайф сейчас ходить в лес, кайф. Вот почему я не хожу июнь, июль, редко выхожу в лес, потому что очень много комаров, овода. А сейчас, вот смотрите, балдеж, ни одного комара. Тишина какая-то, вот погода, смотрите, какая. Вот, золотая пора начинается для походов, для сбора грибов, ягод и охоты. Вот. А лето это не мое, не люблю. Лето жарко, комаров много, плащ улетел. И отсюда на он улетит, как ни крути. Как повесить, не знаю. Ладно, сейчас что делаю? Уже лодку надо спустить. Чай вскипятить, позавтракать. Колбасу копченую взял. Это пока оставлю куда-нибудь в тень. Туда. И пускай это будет там. Чуть позже приготовлю что-нибудь. Вот такое начало сегодняшнего похода. О, какой огонь хороший. Так, ребят. Каша варится. Для рыб прикормка. Чайник уже второй раз закипел. Он закипел. Первый раз заварил. Он уже заварка хорошая. Сейчас пойдем в избушку чай пить. Подкинул сырые дрова. Вот. Пусть жар держит. Чтобы каша там на малых огнях кипела. Немножко облачно становится. Вот. Ну, я возле избы там туда-сюда по мелочи что-то делаю. Вот, а сейчас, наверное, пойду чай пить. Чай у меня так, мини-краусаны какие-то, вот такой. Викторовна вчера купила в магазине. Колбаса охотничья. Сахарный песок килограмм привез. Думаю, там уже у меня мало. Пускай будет. Если что, оставлю. Ну, консервы. Или кашу тоже нагреть сейчас. На скорую руку. Что-то я туда-сюда бегаю, и у меня я уже проголодался. Вот, ну, обычный набор консервных банок. Так, это получается тут у меня опарыш, полотенце стирать увозил. Так, это сюда. Майонез немножко взял сегодня. Так. Хлеб буханку хватит, наверное, думаю. Огурцы с теплицы свои. Лук, чеснок. Сегодня точно уже ничего не забыл. Вроде бы. Укроп хотел взять, но передумал. Тут пустая бутылка. И все. Больше ничего не надо. Такс, как быть? Или кашу подогреть? Что-то я действительно... Потом еще хрен пойми, когда у меня будет этот... На кашу подогрею. Буду завтракать. А потом суп уже скипятим, сварим. Да, подогрею кашу.